В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте, вот основные темы этого выпуска. Водолазы выехали на место поисков пропавшего в Оленёкском районе. Поиски одного из пропавших мужчин, напомню, продолжаются с 4 ноября. С приходом холодов в Алекминске вернулись к старому вопросу бродячих собак. Расскажем, какие планы намечены. Север Якутии. Выставка под таким названием открылась в Москве. И автором является молодая художница Екатерина Суржанинова. Водолазы выехали на место поисков пропавшего в Оленёкском районе. Сейчас на месте работают 6 человек. Приезд группы из водолазов и волонтеров ожидается ближе к вечеру. Тело одного из 2 пропавших в Оленёкском районе нашли 7 ноября в 300 метрах ниже по течению реки от места провала. Напомню, поиски мужчин ведутся с 4 ноября. На сегодняшний день в Якутии наблюдается активная фаза ледостава на реке Лени в связи с ухудшением метеорологических условий. Официально зимние ледовые переправы начнут свою работу с первой декады декабря. Однако на некоторых из них беспечные граждане уже сейчас переправляются на противоположную сторону, рискуя своей жизнью. Напомню, что безопасная толщина льда для человека 15 сантиметров, для транспортного средства до 5 тонн свыше 40. При этом важно помнить, что процесс ледостава еще не завершился. Лед на реке не промерз до необходимой толщины. Люди, которые, к сожалению, рискуют своей жизнью, выходят, выезжают на лед. В случае выявления настоящих фактов предусмотрена административная ответственность. Например, на физических лиц это административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если это должностное лицо, то административный штраф до 50 тысяч рублей. И юридические лица штрафы могут быть до 1 миллиона рублей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дорожники Якутии обновили десятки километров региональных автодорог и 6 мостов. На сегодня объекты введены в Аймиконском, Татинском, Мигино-Кангаласском, Тампонском, Хангаласском, Амгинском, Вилюйском, Намском, Сунтарском, Кобяйском и Мирнинском районах. Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в текущий дорожно-строительный сезон в Якутии планируют привести в нормативное состояние более 150 километров автодорог регионального и межмуниципального значения. Почти 50 рейдов по соблюдению правил охоты провели за неделю в Якутии. В ходе проведения подобных рейдов выявили 36 правонарушений при охоте и рыбалке. На территории особо охраняемых природных территорий и природных парков инспекторами выявлено 6 нарушений. Также за прошедшую неделю изъяли 7 единиц орудий незаконной охоты. С приходом холодов в Алекминск пришел и старый, но не всегда добрый вопрос – бродячие собаки на улицах города. Как планируют решать его в этом году, выясняла Елена Фаст. Бесконечный круг без реального выхода. Так можно сказать о ситуации с собаками в Алекминске. Скорее, не только здесь. Сегодня власти поселений и жители пытаются лавировать. Одни между противоречивыми законами, другие между собаками. Сейчас в рамках своих правовых полномочий, согласно 131 федерального закона, мы выделили средства на отлов и вывоз собак за пределы города. Сейчас у нас заключен договор с индивидуальным предпринимателем Керимовым. Летом регион принял закон, который, казалось бы, должен был решить вопрос, но пока он не работает в полной мере. Именно процедура умерщвления на сегодня оспорена. Летом этого текущего года принят закон 2758, который определяет порядок и перечень осуществления деятельности животных без владельцев. И по нему собак без владельцев можно будет усыплять в пунктах временного содержания. Собака может быть находиться, то есть должна быть поймана, помещена в пункт передержки. Но мы знаем, что этот закон опротестовали. На сегодняшний день работает. Закон не теряет силу, не потерял силу, то есть он работает. Опротестован лишь один пункт из статьи, где говорится об умерщвлении собак, животных без владельцев. Плохой вариант и начавшееся явление деления уже людей на любителей собак и нелюбителей. Не оспариваем агрессивных, но, учитывая стоимость препаратов для усыпления и их действия, понятно, дедовские методы были более гуманны и эффективны. Есть вопросы и по штрафным мерам. Насколько они эффективны?
привлекаем граждан, если они будут нарушать правила данные, к административной ответственности по статье 5.4 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях. Грозит гражданам за нарушение данных правил от 1000 до 3000 административного штрафа. За повторное несоблюдение правил содержания домашних животных им грозит уже ответственность от 3 до 5000 рублей. Если же собака гражданина покинет двор, огороженную территорию, если покинет, и, не дай бог, укусит человека, то он уже будет привлечен к статье 82 по Кодексу Российской Федерации. И штрафные меры там уже от 10 до 30 тысяч рублей. Между тем, главам надо работать с этой проблемой, пока не имеющей финансового подкрепления, а людям жить. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В республике выполнили более 216 тысяч исследований с использованием системы теле-ЭКГ. Медицинские организации поэтапно оснащены необходимым оборудованием. На сегодняшний день установлен 141 телекардиограф в 34 медицинских организациях, которые находятся в труднодоступных населенных пунктах. Данная система подключена и в больницах арктических районов. Теле-ЭКГ также помогает медикам в отдаленных населенных пунктах оперативно снимать кардиограммы и отправлять ее специалистам для консультации. Также мобильными теле-ЭКГ оснащены и машины скорой помощи. Во второй половине ноября делегация Миконского района выйдет в зону специальной военной операции. Повезут адресную гуманитарную помощь землякам и миконцам, принимающим участие в СВО. Подробнее о проводимой работе в сюжете наших уснерских коллег. В Ямиконском районе для оказания помощи бойцам СВО и их семьям создан штаб и открыт спецсчет. Здесь стараются принимать решения по обращениям оперативно и без бюрократии. Мы оказываем материальную помощь, мы оказываем даже психологическую помощь, стараемся, сводим их, допустим, со специалистами. Да? Оказывают большую помощь наши золотодобычи, организации, сами жители района. На эти деньги приобретаются автомобили. Был приобретен тепловизор, прицел. Приобретались чемоданы, которые выявляют дроны. Если что, обращайтесь к нам, ребят, мы все время это отрабатываем. Мы больше помогаем именно семьям. Но материально в основном больше на проезд и на проживание. Жители района не остаются в стороне. Регулярно проводятся мероприятия по сбору средств для закупки необходимых участникам СВО вещей. К месту службы земляков-водителей по их просьбе отправлены 3 автомобиля. Регулярно собираются и отправляются посылки в зону специальной военной операции работниками Центральной районной больницы. В домах культуры плетут сети, комплектуются наборы. Вот и сейчас, накануне отъезда в зону СВО делегации от района, здесь заняты делом. Мужчина Винокуров Юрий Константинович молодец. Вот, как другой был как-то грубовато сделал, а он мужчина вот так аккуратненько все, прямо чувствуется мастерство, и вот в душу вложил. Очень хорошо шил, молодец. Вот это все сейчас упаковываем аккуратненько, делаем такие наборчики. И, пожалуйста, хотим каждому, чтобы до каждого такой наборчик дошел. Даже этим медсестрам, сестричкам нашим сделать такие небольшие наборчики. Да, Лена? Ну да. И вот мы им тоже отдельно такой наборчик сделаем. От чистого сердца, от бабушкиных рук передать вот такие вот небольшие наборчики. А кто, если не мы, правда, что? Наши победят, в этом сомнений нет. А ты потом в душе подумаешь, а ты чем-то помогла? И будет плохо, когда скажут, чем? Все эти вещи, согретые теплом земляков, помогают нашим воинам эффективно выполнять свои задачи. Бойцы верят, что земляки – их верный и надежный тыл. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Хангаласские полицейские наградили 11-летнего мальчика, который спас своих родителей от действий телефонных мошенников. С подробностями моя коллега Виолетта Засимова.
Вадим учится в Махсоголовской средней школе. У учителей он на хорошем счету. О нем отзываются как о приветливом и воспитанном мальчике. Семья у него среднестатистическая. Мама, папа, старшая сестра и он. Однажды, вернувшись из школы, Вадим заметил, что родители выглядят обеспокоенными, постоянно общаются с кем-то по телефону. Подслушав их разговоры, он начал подозревать неладное и поступил решительно. В октябре текущего года в дежурную часть отдела поступило телефонное сообщение от мальчика. Взволнованным голосом он сообщил, что родителям звонят мошенники и что родители уже направили деньги. Благодаря звонку мальчика мы смогли пресечь дальнейшие мошеннические действия. Как выяснилось, киберпреступники представились родителям Вадима операторами сотовой связи и затем попытались убедить в том, что их личный кабинет в приложении госуслуги взломан. Стоит отметить изощренность телефонных мошенников, которые действовали по сложному сценарию, но бдительность мальчика не позволила довести их аферу до конца. У меня сработал инстинкт самосохранения. Я вышел в пристрой и позвонил в полицию. Отдел МВД по Хангаласскому району решил поощрить мальчика за активную гражданскую позицию и вручил ему благодарственное письмо и наушники. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех полицейских с их профессиональным праздником. Смелый поступок мальчика демонстрирует, что каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью. Важно, чтобы граждане и полиция работали вместе, противостоя современным угрозам. Быть бдительными и ответственными в цифровом мире – это задача каждого из нас. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Северо-Якутии выставка под таким названием открылась в Москве. Ее автором является молодая художница Екатерина Суржанинова. На суд столичной публики она представила картины, написанные в путешествиях в заполярные районы республики. Портреты, пейзажи, животные – все это реальные люди и локации, увиденные девушкой. В центре внимания жизнь коренных малочисленных народов Севера. Чтобы достоверно передать все нюансы, Суржанинова изучала этнографию, консультировалась с историками, ездила в археологические экспедиции. Я в основном использую масляные краски. Мне очень нравится эта техника, потому что она дает большой простор для экспериментов. Она может быть и жидкая, она может и густая. Можно даже вообще дождаться, когда она станет как пластмасса, и посыпать. В общем, можно все что угодно сделать с маслом. Но в одной из картин я использовала бересту. А есть картины, в которых я добавила где-то мох, где-то кровь оленя, где-то камушки. Такое тоже бывает. К этому часу это все новости. До встречи в дальнейших эфирах.